Генеральный партнер проекта – лаборатория Банецкого. Лаборатория для всей семьи. Официальный партнер проекта – родниковая вода «Легенда». Запиликает на скрипке, с голубого ручейка начинается река, но дружба начинается с улыбки. С голубого ручейка начинается река. Ну а дружба начинается с улыбки. С голубого ручейка начинается река. Ну а дружба начинается с улыбки. Урматтуу көрүүчүлөр, биз Ысык көлдөбүз. Аба ырайының сонун кереметтүү Ысык көлүбүздө таң эртең таңкы тамактануудан соң аркаганга алгачкы адамдар бул сөзсүз түрдө тең мененки чуркоо болуп саналат эмеспи? Албетте бул жеңил эмес сыноолордун биринде балким катышуучулардын бири бүгүн да ушул жерден баш тартат чыгар, бирок алдыда байкайбыз. Азырынча биз Ысык көлдө таң эртең чуркоосундабыз. Айтыңызчы Шолпонжо, негизи чуркап турасызбы сиз? Күнүгө пробежка болуп атат. Жок, буга чейин, бул программага чейин. Эми күндө эле тренировкадан жүгүрүп атабыз 15 минуттан. Пробежка кылып. Это общий физический укрепление деп коет. Азыр биз 30 километр чуркаган жатабыз. Сиз үчүн оор болбойбу? 30 километр билбейм. Постараемся, но 30 көп го. Даже профессиональный 30 километр нагрузка это. Катышуучулардын арасынан ким кандай десек, бул абалга чыдабашы мүмкүн? Ичинде баары эле чыдап атат. Баары эле жүгүрүп, баары эле тренировкада катышып, сонун результатторду көрүп атат. Бирок өзүңүзгө атаандаш деп, фаворит деп кимди көрүп атасыз? Фаворит деп? Ким ошол баягы Турцияга 2 жолдомуну биринчи орунду сиздин оозуңуздан жугуп кетет деп ойлоп жатасыз? Кимден кооптош керек? Менин оозуман баары эле жугуп кетет окшойт. Так как я самая старшая. Бирок мен дагы эле жуга аламын, если чо. Демек, бул нерсени сиз мен жеңишке жетүүдөгү абалым аябай начар деген турасызбы же кандай? Жок, наоборот, айтып атпаймынбы, мен дагы эле жеңип ала турган мүмкүнчүлүгүм бар. Так что баары эле кыйын, баары эле жакшы. Жок, негизи айтканда кимди Нет. кыйын деп ойлоп турасыз? Баары эле кыйын. Нет, честно. Кандай сиздин оюңузча? Менин оюмча эми если по физической подготовке у нас эң кыйын Айгуля, спортсменка, тренер, Росплометра, ловчиха, спортсменка. Ошол кыйын болот да. Анан мен өзүм бабушка болуп алып кыйын боломбу. Бирок я тоже стараюсь не отстать. Урматтуу көрүүчүлөр, биз жаңы гана чуркап баштадык. Финишке ким жетип барат, жетип баргандар болобу дегиле. Ким алгачкылардан болуп, ким аягында келет, ким Турцияга 2 жолдомуну, ким биринчи орунду элейм деп жакшы бир кадамдарды жасайт. Алдыңкы мүнөттөрдө көрө аласыз, бул Арык Тайм программасы биз менен чогуу болуңуздар. Биз менен кызыктуу. Хочет донести до финиша, она думает, я не добегу, но я упорно побежала.
Вероника. Вероника өзіңізге атанышын ойлайсыз. Ну, Бұл оңай емес татар жолда. Егер керек болса, жақын құрбылар болып қалдыңыздар. Шул достықтан баш тартасыз. я не поняла. Шул достықтан бірінші орынды иелешу үшін баш тартасыз бе, же болса проекттен кетесіз бе достық үшін? Не, ну как бы друзьями мы останемся, но победа победой. Түсінікті. Ауылыңыз қандай, ауыр болған жоқ па? Негізі бұға шейін шұрқап тұрушысыз. О, Қанша километр шұрқайсыз? ну, до травмы-то я бегала нормально. Вот и пришла. Шұрқағанда ауа райыдағы, табиғаттағы тәсірін тигізеді дейді, біз керемет Исік көлдің жиегінде жолды шұрқап баратамыз. Қандай ойлайсыз? Бұл бүгінгі машығулар, бүгінгі сынолы сіз үшін таталдық түзі. Просто все, что просто. Разряженная обстановка. Девчонки, команда. Вместе дает прилив сил. Хочется больше работать. Шикарно. Скажите, сколько парней у вас было? Никого не было. Что? Go, figure it out, you can do this. So my love, keep on running. We gotta get through today. 10 километров пробежали. Вы сумеете до конца добежать? Все сумею. Ага. Что если не добежите? Что если это ваш последнее Для испытание? меня, если не существует, для меня цель. Моя цель похудеть. Значит, стоило. Я это сделала. До этого вы бегали по утрам? Нет. Ты понимаешь, как в спортзале 1,5 года назад с тех пор не бегала. Ага. Но Как сейчас- думаете, в чем разница между пробежкой в спортзале и на свежем воздухе на... Разница большая. Наверх и вниз. Эффект больше, чем в спортзале. Running, we gotta get through today. Yeah, my love, keep Суть так говорит о том, что вы держитесь в тонусе. Как вообще это вам удалось? Это тренировки. Но какое-то время я не могла тренироваться после аварии. Вот. Но я все-таки себя взяла, я поправилась сильно. Взяла себя в руки и пошла через лень, через боль тренироваться. Хотя мне говорили врачи, ни в коем случае. Я восстановила свои связки все. Вот, бедренные, коленные, плечевой. И вот сейчас на рыктайм очень довольна, похудела. Сбросила, все это видно. Все классно, я хочу показать молодым, что можно молодым оставаться, несмотря на возраст. Да, вы все правильно говорите, я просто чему я так клоню. Дорогие телезрители, участницы 53. Она выглядит очень молодо. Она мать. У вас есть внук, если это не... Да, 3 Вот внуков. видите, 3 внуков. Значит, нет никаких пределов. Нет. Просто вопрос, сумеете ли вы дойти до конца? До конца не знаю, если я останусь в проекте. У нас все девочки такие. Но мне бы хотелось остаться. Я столько многому всему научилась здесь. Мне очень нравится наша группа, наши девочки. Все позитивные, веселые. А вот скажите, с тех пор, как вы уже начали участвовать в проекте, Да. соревноваться, Да. участниц, соперниц, друзей приобрели, что вот изменилось? Ответственность какая-то появилась сильнее. Больше, чем вот. А что после проекта вы ожидаете? Как изменится ваша жизнь? Я буду продолжать такие же нагрузки, какие получила на Китае. Я поняла, что нужно именно такие нагрузки сильные. Вот.
Я тренировалась, но у меня все равно отличались нагрузки. Сейчас будут такие же, как получила в Арктайме. Я вам Это было желаю супер. успехов, потому что сделать такое, скажем так, в таких обстоятельствах, да? Да. Это серьезно нужны силы. Не то, что физически. Еще сила воли. Да. И у вас уже появились поклонники, поклонницы. Они обязательно поддержат вас. Удачи! Спасибо. С улыбкою своей, и оно к тебе обязательно вернется. Наверняка вдруг спрашивают облака. И кузнечик. Голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. Голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с Арыхтай. Начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. Добро пожаловать к нам в номер. Мы тут готовимся к вам. О боже, нет! Такой у нас трехместный номер, все самые дружные собрались в этой комнате, и мы уже готовимся к тому, чтобы показать свои первые результаты, таланты на этом этапе уровня конкурса. Добавите, девочки, комментарии, я сама стесняюсь. Да, вы пока ехали, мы уже искупались в холодной водичке Иссык-Кульской. Посоревновались, заплыв мы сделали уже, кто первый приплывет. Девочки меня научили чуть-чуть плавать. Я плохо плаваю, кстати. Я научила. Да, вот она меня учила, держала. Чуть сама не тонула. А я была судьей, я их выстроила. Кто выиграл? Ты выиграла. Она была сегодня, кстати, наше питание с собой мы привезли все. Это вот в термосумках, которые нам Мелита Джан подарила, наше солнце всем девочкам. И мы тут привезли, получается, чтобы питаться, гречку для себя, кабачки, яйца. А грудку забрали? Нашу грудку забрала другая команда, как бы конкуренция есть конкуренция. Вот, поэтому... А почему позволяете забирать нашу грудку? Будем готовить завтра сами и будем удивлять вас нашими блюдами. Надеюсь, вам понравится то, что мы приготовили. Сегодня та команда, сегодня, а завтра мы. Мы будем лучше. Мы сегодня посмотрим, кто до чего. Вот. Вот как-то немного похвастались нашими достижениями сегодня. Спасибо большое проекту Арыктайм, потому что мы все так сдружились, мы стали единой командой, и мы верим в то, что мы добьемся своей цели и станем такими красивыми. Мы Арыктайм forever! Маме, папе привет, да? Родные, все, кто меня знал! Я вас люблю! Вы лучшие! Потому что вы у меня есть, а у меня есть стиль. Да. Вы красивее ради вас. Стимулируйте, помогаете и поддерживаете. Спасибо НТС и проекту Арыктайм. И наши Арык ведущие. это худой. Тайм это время худеть. Будем худеть? Конечно! Стараемся как можно, вообще пашем как Вот лошадки. смотрите, как мы загорелись. О, как мы загорели! Так надо уметь, ребят. Ни в Малайзии, ни в Дубае такого нету загара, как в нашем родном Иссык-Куле. Мой Иссык-Куль. Полчаса, да? Пусть это будет бронзовый загар, не шоколадный, зато моего родного Иссык-Куля. Купались, загорали, соревновались, заплыв делали над водой, под водой. Самая спортсменка, вот она у нас, первая заплыв. Девочки, Я единственная Девочки, похудела на 6 слышишки? килограмм. кто сидит сейчас и смотрит и думает, что это нереально, поверьте Это мне, всё что реально. Все реально. Да, мы Вот за девочка за неделю скинула 6 килограмм, я лично 4 скинула. Ну вы Я потом тоже, это последующее да, видите. тоже Результаты 4. есть. Мы все Главное похудели. встать и делать, а не просто хотеть и мечтать. Если ты захочешь, ты все сделаешь. Я верю в это, я это сделаю. Учитесь. Делайте как мы, повторите за нами. Мы, Арыктайм! Та-дам! Еще там где-то. А, вот они же, вон они внизу. Нифига, насколько мелко, скажите? Так мелко, чтобы мы когда это ложили в это блюдо, каждый себе зеленью посыпем. Дайте мне тоже пойдет. Да. И еще одну надо будет. Вот.
А вы спускайтесь. Все вместе будем фототься. Идемте. Выходите, зарядка. Я не попытаюсь. Азыр биз эстафетаны көрүүдөбүз. Биздин катышуучулар эки тайпага бөлүнүп, сууга барып, чака менен алып келип бири-бирин Айтор биринчи ирет баарынан алгачкы болуп, суу менен куюш керек үстүнө. Чакаларыбыз кичинекей, мына көрсөк болот. Азыр биринчи катышуучулар кетти, сууну куюшуна чуркап кетишти. Алдыңкы мүнөттөрдө көрөбүз, кайсыл тайпа жеңүүчү аталат. Сөз түрдө уткан жеңүүчү аталган команда упайларга ээ болот. Упайлар өз кезеги менен билектерге кызыктуу боло баштады, келди көрөлү. Просто! Беги, беги! Вероника, беги сюда! Что ты стоишь? Что ты смотришь на нее? Отдай, я же сказала! Беги, Все нормально. Все, девочка. Что ты встала? Я сказала, отдай и беги. Давай, надеюсь, я блин. Давайте, просто отдай. Тёлпа, найди, Тёлпа. Быстрее, блин. Давайте. Отдай. Давай, беги, давай. Встань, кто первая, встань. Даша принесла. Беги, скорей, назад. Мили, просто давай, беги. Давай, Айгуль. Айгуль, беги. Давай, фурии. Фурия командасы жеңүүчү аталды. Жүрүңүздөр, эмоцияны көрөлү. Фурия, подойдите, пожалуйста, подойдите. Идем сюда, братан. Какие ощущения? Классно, супер. Адреналин. Мы победили, мы же фурии. Ну, давайте кричалку. Гип-гип. Ура! Гип-гип. Ура! Гип-гип. Ура! Молодцы. Ой. Ну, победа требует жертв. Конечно. Поздравляю вас, девчонки, с победой, во-первых, с
жертва не напрасная, потому что вам начисляются баллы персонально. Да, можно похлопать, да. Классно, молодцы. Да, можно и мне дать 5, да. Наша команда готовит. Моя обязанность готовить горячее. Вот. Я постараюсь сделать овощи, тушеные с мясом. А что там видите в конце за столом? Я, по крайней мере, стараюсь. Но меня на этот проект привело то, что я хотела похудеть. Я очень сильно поправилась и не могла сбросить вес. Я думала сперва, может быть, это с гормонами связано. И на этом проекте я решила попробовать себя. Ну, в полную силу, да, занималась, тренировалась, сидела на строгой диете. И, конечно, получила результаты, хорошие результатов добилась. Просто отличных, тело все подтянулось. Еще немножко хочу сбросить. Ну, довольна результатами. И плюс у нас команда, а в команде, как вы знаете, заниматься всегда очень здорово. И все занимаются, и тебе приходится, да, не отставать от других и делать еще лучше. Вот. Героиня одного фильма сказала же, а ты не... Как же там было? А ты не переживай, 40 лет жизнь только начинается. Я вот хочу тоже этому принципу последовать. Чтобы мой ребенок мой гордился. А то, блин, помню, мамы тоже поздние роды были, вторая сестренка. Так в школе всегда думали, что это ее бабушка, блин. Получается, ребенок пойдет в 1 класс, мне уже будет, блин, 46, что ли? Ой, подождите. Так, 3? А, нет, 43 будет. Ну, все равно. 43 уже бабушками становится. Ну, ничего. Поэтому у меня вот хорошая мотивация, хороший стимул. Мне нужно хорошо выглядеть для своего ребенка, ну и для себя. По сути, я вообще люблю спорт, и в спорте, наверное, я всю жизнь. И когда вот проблема началась со здоровьем, я начала тренировать детей, и дети такие цветы жизни, они такие благодарные, всегда не подводят меня, я прямо ими горжусь. Я вообще горжусь своей работой. Такая она у меня самая, мне кажется, лучшая. Вот, наверное, из-за работы нету времени и на свои личные дела. Вот. Редко вижу родителей. Ну, она мне, в принципе, не мешает. Если найдется тот единственный мужчина, который меня поддержит и будет и в плохую погоду, и в хорошую погоду со мной, будет всегда отзывчивый. Вот. А так я сейчас полностью в своей работе, в своей стихии. Хочу, чтобы мои дети достигли очень таких... Ну, дети это как? Мои дети, я говорю, это мои ученики, воспитанники.
Хочу, чтобы они добились очень высоких результатов. Ну, у кого-то бывает, у кого-то нет. Ну, чтобы кто-нибудь и выстрелил, дошел до Олимпийских игр. Бұл проектке келгенден бері қыздар менен қанша уже 2 жұмадан ашып қалды, жақсы күндө жақсы чогуу жүрөбүз. Адамдарга башкача көз карашты болуп калдым. Мен жашоого негизи эле башкача көз карашты болуп калдым. Бир келген кичинекей жашообузда эч нерсе капа болбогонго, эле позитивный болуп. Башка мен негизи эле бул жолдошум менен таанышып кеткенден кийин мен жашыраак кезинде ала качып кетип калган үчүн ошол жерде турмуш куруп, ошолордун тууганы мага тууган болуп, ошонун достору мага дос болуп калыптыр. Мен ажырашып кайра шаарга келгенден кийин мен кайра башынан баштап достук өттүм. Кайра башынан өзүм туугандарымды таанып турдум, көпчүлүгүн көрсө. Кайра башынан ошолор менен туугандар менен катташып, Кыргыздарда барган жериңин отурган жериң ташуур дейбиз, ушундай бир сөз бар го. Я очень люблю свою семью, это очень близкие для меня люди. Они сделали для меня все, чтобы я была счастливой. Они понимают, как мне надо жить, и они дают мне это понимание. И воспитание определяет то, кто я есть на самом деле. Это здорово ощущать себя тем, кто есть, но бывает в жизни ситуация, когда ты ломаешься, ты не можешь собрать себя в кучу, и тебе очень-очень сложно. Нет выхода, ты как будто застываешь, и уже не хочется улыбаться, не хочется ничему радоваться. Это происходит, когда самые близкие, родные, и когда это твой муж, твоя опора, просто тебя бросает, предает, оставляет одну в чужом городе. Этому проекту очень благодарна, потому что это была именно та самая рука помощи, которую мне протянули, где сказали, что жизнь не заканчивается, что все можно исправить, все возможно, если ты готов работать, если готов пахать. Я огорчаюсь от того, что результаты пока только начинают проявлять себя. Но я думаю, что благодаря диетологам, психологам мы сможем это сделать, мы сможем к этому прийти, сможем достичь этого. Мой бывший говорил: делай добро, бросай во воду, она обязательно всплывет. Что бы он ни сделал. Он мне дал повзрослеть. Нет. Еще я люблю развиваться, я хожу на тренинги. Я читаю много. Электронную, конечно, книги. Вот. Ко мне очень часто обращаются женщины, у которых тяжелое положение, кто в разводе, у которых жизнь на грани. И я всегда, как меня называет моя группа, помощь одиноких мам. И всегда как скорая помощь бегу. Я стараюсь помочь. Я никогда никому не могу отказать. Почему-то мне всегда говорят: ты очень добрая, ты очень простая, очень такая прямолинейная. Может быть, это и мой минус, но я не могу это в себе держать. Еще внешне многие пугаются, думают, что я такая дерзкая, что я такая какая-то... Нет, на самом деле я очень простая девушка. Я готова каждому помочь. Каждому. Не могу отказать, я не умею. Хочу замуж, хочу отношения, серьезные отношения хочу. Я не хочу размениваться телом, я хочу найти одного и постоянно. Может быть, поэтому я уже столько лет одна. У меня был опыт, я 2 года встречалась с ним, мужчина оказался женатым, очень больно поступил со мной. Но я ему тоже благодарна за определенный опыт. Пришла я на этот проект, чтобы похудеть. Вот. Я ухудею, наверное, уже со школы. В школе я уже скинула 15 килограмм, но потом за год набрала
То есть за 3 месяца я скинула 15 килограммов в школе и обратно за год набрала почему-то. Наверное, потому что я очень быстро скинула. Вот, и что еще сказать? Причина поправления, я думаю, кто-то много ест. Вот. Ну, наверное, потому что неправильное питание. У нас, например, дома все любят там мясо там жирное, шашлыки. Мама вообще майонез обожает. Папа любит баранину. Вот такое вот блюдо дома любят. И, может быть, из-за этого у меня такое неправильное питание, потому что я взяла модель питания, может, с родителей или с детства у меня так. Или с детства там, например, мне говорили, пока не доешь эту тарелку, ты отсюда не уйдешь. И, возможно, это тоже очень сильно влияет. И даже, возможно, в детстве мои подружки тоже очень сильно наедались. Может, мы тоже вот как-то вместе сидели и все это кушали, может, из-за этого. Я думаю, я начала полнеть где-то 6 класса, когда начался переходный возраст. Вот. Но в 8 классе я стала худышкой. Я весила где-то 70 килограммов, 75-70, и я очень радовалась этому. Но я начала поправляться в Новый год, потому что в Новый год у нас моя мама много чего вкусного приготовила. И я же еще была ребенком, я думала, ну вкусно, попробую это все, покушаю. И я думаю, после Нового года я начала поправляться, так все кушать, и за год набрала обратно эти килограммы. Дети мне сказали, мама, живи для себя, выходи замуж, найди себе мужчину, выходи замуж. Они такие позитивные у меня дети, что даже некоторых, вот я детей смотрю, они наоборот, мама, сюда не ходи, сиди с внуками, а они у меня наоборот, мама, займись собою, участвуй в каких-нибудь проектах, ходи в спортзалы, запишись на танцы. И тут так получилось, в апреле месяце конкурс красоты среди взрослых женщин. И мои дети подтолкнули меня. Я им спасибо говорю за это. И на этом конкурсе «Миссис Кыргызстан 2018» я стала второй вице-миссис. Меня наградили путевкой. Я отдохнула в Турции. В общем, я не жалею, что на этом конкурсе участвовала. Я этим самым, как бы, даже такая социальная тема возникает, вопрос, а почему бы и нет? Женщина, ну, честно говоря, 55 лет, это уже я как бы на пенсии считаюсь, с начала года уже на пенсии, но даже женщина пенсионного возраста может заниматься спортом, может участвовать в разных проектах. Я хочу до наших женщин вот в Кыргызстане донести, что никогда ничего не поздно. В любом возрасте женщины могут себя показать. Хотя я, да, могу приехать после работы злая, там, вся взвинченная, но от этого я к ним меньше любви не испытываю. Просто за день на работе так устанешь, там вообще ничего не охота. Ну вот. Да, я знаю, они на меня обижаются, хотя тоже любят. Хочу, чтобы мной гордились, чтобы я чего-то достигла, добилась. Хотя я, ну, за мои года, сколько мне там лет, не скажу, не особо много добилась и хочу большего добиться в этой жизни. Да, я пришла в проект, чтобы похудеть. Потому что я как бы, ну, не всегда такой была большой. Сколько биз кыздарыбызды жөн гана арыктоо максатында эмес, жанагындай психологиялык бир релакс алыш үчүн, өздөрүн бошотуш үчүн алып бардык дагы. Чын эле кыздарыбыз бири-бирине ичиндеги сырларын айта башташты,
кээ бирөө ыйлай башташты, эмоцияга алдыра башташты. Бирок биздин ыйык көлүбүз албетте абдан адамды тазартат, ички дүйнөсүн тазартат. Ошондуктан мен ойлойм, көп кыздарыбыз кадимкидей эс алып, мындай бир башкача болуп кетишти да көлдөн. Ошол көлдөн командабыз 2 чоң топко бөлүнө баштады, ичара. Кээ бирөө чын эле диета кармап, машыгуулар жасап, активдүү алып жүрүп өзүнчө көрсөттү. Кээ бирөө болсо бир аз мындай эмоцияга алдырып, бир аз мындай жалкоолонуп десек болот жүрдү. Анан көлдөгү сынактан чын эле ким жеңишке татыктуу экенин билине баштады. Долбоордун башкы өнөктөшү Банецкий лабораториясы. Бүт үй бүлө үчүн лаборатория. Официальный партнер проекта — родниковая вода «Легенда».